Турецкий отец не признает своего ребенка. Как установить отцовство в Турции? А самое главное, что это даст ребенку и его маме? Начну с того, что в идеальном мире отец может добровольно пойти зарегистрировать своего ребенка в службу регистрации населения. И этому абсолютно никак не препятствует тот факт, что ребенок от иностранки или же ребенок внебрачный. Но сегодня мы с вами будем разговаривать о худшем сценарии, когда отец не признает своего ребенка и не хочет никак участвовать в его жизни. Зачем нужно устанавливать отцовство? Что даст это вашему ребенку? Во-первых, он получит право на турецкое гражданство по родству. Турецкое гражданство ребенок получит автоматически, ему не нужно будет подавать на вид на жительство, ждать 3 года, 5 лет и так далее. Автоматически он получает турецкое удостоверение личности или же кимлик. Далее ребенок претендует на алименты от своего отца, и ребенок, конечно же, претендует на наследство наравне со всеми остальными детьми турецкого гражданина, если они у него имеются. Я считаю, это достаточное основание, чтобы пойти в семейный суд и подать иск. Как это сделать? Здесь очень важен возраст ребенка. Если ваш ребенок еще не родился или ему меньше 1 года, то мама может подать в суд от своего имени. Если ребенку больше года, то здесь есть разные варианты развития событий. Во-первых, можно ждать совершеннолетия ребенка, но опять же ребенок может подать в суд только в течение 1 года с момента наступления совершеннолетия. Можно доказать, что со стороны отца были мошеннические действия и манипуляции. Он специально затягивал время, так часто бывает, обещал помогать, жениться, перевести в Турцию. И вот ребенку исполняется 1 годик, и отец спокойно исчезает. Если это доказать в суде, то, возможно, суд даст матери шанс подать иск от своего имени, но в нашем юридическом бюро адвоката Хакана Юнджиоглу мы используем самый надежный метод. Это метод 2 судебных процессов, когда в рамках первого процесса в Турции назначается официальный представитель для ребенка. Это один из адвокатов нашего бюро, как правило. И уже в рамках второго процесса устанавливается отцовство. То есть ведет уже этот процесс второй адвокат, потому что один и тот же адвокат не может быть одновременно и официальным представителем, и вести процесс об установлении отцовства. Это вот такой метод. Логичным продолжением процесса является ДНК-экспертиза. ДНК-экспертиза назначается практически всегда. Есть исключения, когда отец, например, был у нас такой кейс, не явился на суд, несмотря на получение оповещения судебного, и суд признал его отцом без ДНК-экспертизы. Но потом он проснулся и подал на апелляцию в вышестоящие судебные органы. Поэтому ДНК-экспертиза будет по-любому, и это платное удовольствие. Обычно за него платит клиент, то есть мама ребенка. Но впоследствии эти расходы можно будет взыскать с отца ребенка. Если ваш ребенок еще не родился, то суд будет ждать его рождения, потому что в Турции не используются внутриутробные методы установления отцовства, ДНК-экспертизы, но зато используются посмертные методы установления отцовства. Поэтому, если папы ребенка уже нет в живых, то все равно можно подавать в суд и устанавливать с ним родство. Многие спрашивают, самый такой распространенный вопрос от всех мамочек, которые обращаются к нам с этим вопросом, это: если я зарегистрирую ребенка в Турции, и он станет турецким гражданином, то отберет ли потом впоследствии у меня отец моего ребенка? Вы можете не волноваться, потому что права опеки над ребенком принадлежат, над внебрачным ребенком, это важно, принадлежат матери.
В рамках того же процесса по установлению отцовства можно запрашивать и алименты. То есть вам не нужно отдельно подавать в суд на алименты. Алименты бывают временные и постоянные. Временные алименты – это если судья назначает алименты прямо с момента подачи иска и на протяжении всего процесса до его полного завершения, а уже потом выносит решение о постоянных алиментах. Временные алименты получить непросто в таких процессах бракоразводных, потому что здесь нужна прям такая железобетонная доказательная база того, что действительно этот турецкий гражданин с большой вероятностью отец ребенка. То есть это совместные, например, фотографии с ребенком, это переписка про ребенка или, например, распечатки платежей через банк. Он, допустим, посылал деньги на ребенка, помогал и так далее. Если временные алименты получить шансов немного, то постоянные алименты суд назначит, если будет установлено родство с большой вероятностью. Если у вас остались какие-то вопросы, мы будем очень рады проконсультировать вас. Дорогие мамочки, я считаю, что за права своего ребенка в Турции можно и нужно бороться. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Всего доброго и до встречи в следующих видео.